Поэма «Шейх Мансур». Поэт Тугузов Асланбек. Запись и сведение Денис Атабаев. Читает Аднан Нагаев. В сырой темнице каземата, куда и луч не проникал, в цепях из твердого булата чеченец гордый умирал. Уже не двигал он руками и только пристально глядел большими темными глазами в ему лишь видимый предел. И столько пламени сияло в его измученных глазах, что, скручиваясь, отступала тень смерти в кованных дверях. Вот он зашевелил цепями, вот тихо голову поднял и странно, бледными губами, с улыбкой слабой прошептал: «Прощайте все, в ком мог узнать я родную кровь. Прощай, мой край. Прощайте, пламенные братья, и ты, тюремщик мой, прощай. Мне сумрак жизни вездесущий, видать, уже не по плечу. Творец небес, морей и суши уж гасит и мою свечу. Уже я чувствую с надеждой, как разлучается с тюрьмой мой дух, и новые одежды мне шьют из ткани световой. Сквозь спазмы немощи проклятой, сквозь тьму и крыш тюремных жесть, я слышу, как седой глашатай несет мне радостную весть. Доволен я, и слава Богу, да будет так, как Он решил. Не я чертил мою дорогу, ее Всевышний начертил. И вот сейчас, теряя силы под гул слепой морской волны, я умираю без могилы в глухом краю чужой страны. Без брата возле изголовья моей кончины, чтобы он вложил в ладонь мою с любовью свою могучую ладонь, чтоб словом трогающим душу мой ум сметенный укрепил и бедный прах в чужую сушу с молитвой тихо положил. Но я надежды не теряю. Я знаю, свет рассеет тьму, и с чистой совестью вверяю себя ему лишь одному. И смолк, как будто сила речи уже покинула его, лишь слабо вздрагивали плечи, и смерть глядела на него. Но вот он вздрогнул, словно глянцем зари предутренний восток, каким-то розовым румянцем зажглись две ямы впалых щек. Как будто вдруг упали стены, и рухнул в бездну каземат, и видит он надел ячменный, саманный дом отца и мать. Серебряную ленту сунжи, обрывы желтых берегов, как будто дождевые лужи, мерцают зеркала прудов. А дальше, к югу, за лесами, туманя призрачный простор, сияют белыми снегами седые шапки синих гор. И видит он картины детства, как будто сквозь нездешний дым печальной памяти наследства все живо встало перед ним. Вот он на памятном кургане с кинжалом в жилистой руке стоит в пороховом тумане, в папахе, в черном башлыке.
Ложатся с грохотом снаряды, свистя осколками свинца, а он глядит, идут отряды, идут, и нету им конца. От Татартупа до кордона, седых кубанских берегов, они идут, подняв знамена, почти до самых облаков. Сверкает небо от пожаров, и горы в сумрачном огне. Вот кабардинский дол Мударов летит на княжеском коне. За ним, рассыпавшись, как лава, как смерч, сметающий врагов, летит адыгов цвет и слава, мерцая сбруей скакунов. Сверкают латы, злые искры, подков вот-вот зажгут поля. Такой стремительной и быстрой не знала конница земля. Вот дол, сорвав повязку с глаза, поднял Джате над головой: «Салам тебе, имам Кавказа! Аллах всевидящий с тобой!» Как зоркий сокол с тверди черной, сложив крыла в урочный час, тугие склевывает зерна, так смерть выклевывает нас. Из этой жизни быстротечной, похожей на печальный сон, клянусь душой и жизнью вечной, ты был муршидом всех племен и шел под знаменем ислама быстрее молнии грозы. И в черной бездне глаз имама сверкнула капелька слезы. И слабо шевеля цепями, он с силой выпрямился вдруг и прошептал, горя глазами: «Мир и тебе, мой верный друг! Господь миров, вдохнувший пламя в живую глину бытия, за наше братство и за знамя пускай помилует тебя. А я простил, мне новоселу к чему теперь мирская грязь?» И, опустив печально к долу глаза, промчался гордый князь. За ним Месостов от Ажука, смирив лихого рысака, как встарь в бою стрелу из лука, пустил в седые облака. И крикнул зычно: «Данник смерти, я Бога с трепетом молю, чтоб после этой круговерти мы снова встретились в раю. Прощай же, брат, пусть наше знамя узрят и немец, и урус, и долго плачут в твою память и храбрый лев, и горький трус. Вот следом мчится Астемиров, уздень из малой Кабарды, и громкий клич его такбира качает полог темноты. И снова хриплый гик и крики, и топот ног, и пыль столбом. Имам глядит, идут кумыки, все так же дерзко напролом, как шли когда-то под Кизляром, под Татартупом и Лобой на пушке белого Сардара в последний свой смертельный бой. Вот князь Чапалов саблей машет, и как скала при свете дня Салауздень Казбек Умашев пристал с могучего коня. Играют солнечные блики на длинных ружьях и мечах. «Салам тебе!» — кричат кумыки. «Велик Аллах! Велик Аллах!» Смотри, как гаснут наши очи, живым пылавшие огнем. Ты был нам светом в темной ночи и зорким был поводырем. Уже твои мы видим знаки, как дар грядущим племенам. Прощайте, верные кипчаки, чуть слышно шепчет им имам. Я скоро стану прахом, короткий век отпущен нам, но в судный день перед Аллахом я засвидетельствую там, что никогда на поле брани под вечным знаменем отцов от Дагестана до Кубани надежней не было бойцов. Прощайте, братья. С тихим стоном чеченец шевельнул рукой, но новые зажглись знамена и осветили свод сырой. И вот уж кулаком единым, как встарь асхабы на тагут, идут нагайцы, абазины, тавлинцы смелые идут. За ними грозные лезгины, а враги предательств и измен идут, держа прямые спины в бешметах черных до колен. Как львы урочищ Дагестана, лихие в храбрости своей, идут аварцы Умахана в больших попахах до бровей. Вот за кубанские доспехи сверкнули грозно за холмом и гаснущие очи шейха
последним вспыхнули огнем. Когда в сияющей кольчуге, расправив свой могучий стан, возник гроза морской округи, черкесский лев Мухаммед-Зан. На западное Черноморье Мухаммад ужас наводил, но тут он взором полным горя с тоскливой болью возгласил: «Прощай, мой шейх, мы все в печали, благодарим свою судьбу за то, что мы не проиграли ни веру нашу, ни борьбу. Пускай над этой твердью зыбкой запомнят люди образ твой». И умирающий с улыбкой кивнул черкесу головой. Аллах велик, хвала Аллаху, что все навеки решено, грядущее подобно праху, коль прошлым не озарено. Спасибо, что делился хлебом и не предал в тяжелый час. Господь миров под вечным небом в свой час помилует и нас. И вздрогнул свод, и длинным эхом сотрясся сумрак пустоты. Прошли Галгаи, Абадзехи, Убыха в стройные ряды. Они прошли при ясном свете, под храп коней и свист свинца, и нет конца колоннам этим, и нету им конца. Вот самый лучший из алдаров, из тагаурских осетин, бесстрашный князь Ахмад Дударов, теснин дарьяльских властелин. В руках его при свете солнца мерцает сабли острой сталь, но очи грозного иронца уже окутала печаль. И кличет он в тоске сердечной, убавив резвый ход коня: «О, светлый шейх, в юдоле вечной замолви слово за меня! Скажи, что грешный страж Дарьяла, взымавший пошлины с купцов, не спрятал в ножны сталь кинжала, когда услышал вечный зов. Предтечи истины имама и к битве воинов собрал, и, глядя вдаль светло и прямо, имам Алдару отвечал: «Я все скажу, мой брат угрюмый. В тот день, когда поставят в ряд, ты был лучом кавказской уммы, и ты из спасшихся, Ахмад. Прощай, под этот темный свод я до дня великого уйду». Дударов выпустил поводья коня и канул в темноту. Но вслед за ним над бездной хмурой, из тьмы свернувшейся в огне, поднялся каномет Мансуров на тонконогом скакуне. «Салам тебе, имам Кавказа! Ты жив, а значит не убит!» Кося лукаво острым глазом, кричит веселый чингизид. Пока колючие барханы еще удобны для войны, и наши звездные колчаны тугими стрелами полны, мы будем жить, а это значит, что все идет своей стезей, и степь Ногайская оплачет тебя живительной грозой. Прощай, имам!» Нагаец плетью слегка коснулся рысака, и тот, всхрапнув во тьму столетия, умчал лихого седока, как будто звездного ребенка, через надмирный перевал. Но в странно вздрогнувших потемках другого действа грянул бал. Не шарканьем по паркету великосветских каблуков, а тьмой клубящейся от света и полной лицами врагов. Вот выплыл призрак стариковский с кнутом в опущенной руке, и шейх узнал Степан Шишковский в своем немецком парике. Глядит слезливыми глазами и что-то силится сказать, но только шамкает губами, и трудно узнику понять. Чего он хочет, этот молью, съеденный призрак старика, но с сожалением и болью он грустно смотрит на врага. И тихо, поводя плечами, чуть слышно шепчет в темноту: «Ты, секший грешников плетями, готовься к Божьему кнуту». Мне жаль, в душе твоей тревога, тоска и больше ничего. Прощай, старик, проси у Бога, моли прощения у Него.
А я простил без сожаления за всех живущих на земле. Шишковский с горьким изумлением вздохнул и сгинул в сизой мгле. Роняя длинный кнут в потемки слепой истории веков, но следом вынырнул Потемкин, горбясь от груза орденов. И словно длинным опахалом, раскачивая пустоту, командным басом генерала встревожил злую темноту. «Ну что, Мансур, решил проститься? А мог бы просто жить и жить, и матушке императрице всемилостивейшей служить. На южных рубежах Кавказа, заслоном нашим, так сказать. Но ты, фанатик и зараза, решил безумно бунтовать». И машет пальцем, но устало, имам с сочувствием глядит на тучный призрак генерала и, улыбаясь, говорит: «Ты прав, пора уже проститься, дорогу вечную стелить, тебе бы Богу помолиться, чем пальцем в сумерки грозить. Не забывай, в глуши порожней, крушитель вражеских бойниц, что милость Господа надежней капризных милостей цариц. Теперь уйди, не будь помехой у уходящих на пути». И тихий легкий приступ смеха из впалой вырвался в груди. И стало тихо с круглой башни, где поменялся караул, балтийский ветер злой и влажный в окошко узкое подул. И, всполошив все захолустье ночной свинцовой синевы, вдруг треснул лед чуть выше устья морозом скованной Невы. В апреле эра ледостава подходит медленно к концу, как жизнь, как ветренная слава, как смотр полночный на плацу. И кто-то крикнул, что есть силы, но оборвался тут же крик, так быстро, словно задушили, и следом вырвали кадык. А может, это ветер с поля унес его в чужую степь? Мансур вздохнул и силой воли чуть подтянул коленям цепь. И вдруг увидел сквозь бессонный туман, поджары и легки, идут безмолвные колонны, закутав лица в башлыки. Насечки длинных пистолетов мерцают тускло тут и там, и в дым простреленных бешметов полы подвязаны к ремням. Как там у Сунжи в полдень серый, за догорающим селом, когда безжалостный Пьери упал с простреленным виском. И узник с трепетом сердечным глядит и слышит бег минут. Идут чеченцы маршем встречным и запах Родины несут. И с радостью, почти с натугой, он смутно видит впереди, идет мулла Усман в кольчуге, мулла Умар чуть позади. И пряный аромат Кавказа сметает каменный зиндан. «Салам алейкум, сын Шабаза!» — приветствует его Усман. «Неважно выглядишь для шиха, одни лишь кости с бородой». И шейх смеется, тихо-тихо, смакуя говор дорогой. «Мир и тебе, шутник шалинский, хотя свинину я не ел, здесь кормят все-таки по-свински. И вот, как видишь, похудел». И долгий смех веселым эхом уходит в гулкий коридор, и изумленный этим смехом тюремщик крестится в упор. «Иисус Христос, израильтянин, спаси нас, грешных, и прости!» Совсем свихнулся басурманин, видать, готовится уйти. «Господь ты мой, живу полвека и много в жизни повидал, а вот такого человека в тюрьме впервые повстречал. Ты, зрящий в сумерках эфира лихие тайны бытия, прости его за муки мира, простишь и грешного меня». И, взяв фонарь к тяжелой двери, он глухо охая идет, за ним, как пес лимонно-серый, тьма коридорная плывет. А там за дверью, сквозь преграды веков забвенья и камней, стоят чеченские отряды и долго смотрят на вождей.
Кинжалы, вложенные в ножны, дымят черненым серебром, живые спавшими в надежной цепи, что братством мы зовем. Ничто не вечно, все проходит, и только вечен лик его. Мулла Умар вперед выходит, не пряча горя своего. О, Ушурма, о сын Шабаза, о наш прославленный имам, сверкавший гранями алмаза и ставший назиданием нам! Хвала Творцу, вся мощь и сила Ему вовек принадлежат. Он посылает Джабраила, и Он же шлет его назад. Будь ты слугой или падишахом, или шейхом, брошенным во тьму, мы все принадлежим Аллаху и возвращаемся к Нему. Преславен Он, твое терпение и дух, нетерпящий оков, достанут мерой искупления на чаше истинных весов. Пока Аргун под небесами, как белогривый снежный волк, зло пенясь между валунами, несет к долине свой поток, доколь седые льды Башлама сияют в сумеречной мгле, и дети Евы и Адама еще блуждают по земле, ты будешь жить в преданиях поздних, грядущих наших сыновей, и будут северные звезды беречь покой твоих костей. Прощай, имам. Махнув рукою, Умар смешался с сизой тьмой. А где-то глухо за рекою, за мрачной крепостной стеной, за бесконечными лесами, за белой снежной пеленой, над допотопными горами раздался ясно волчий вой. И месяц, бледный отщепенец, ему безмолвно дрожью внял, и умирающий чеченец вдруг твердым голосом сказал: «О, братья, о, моя подмога, о, свет начала и конца, свидетельствую, нет Бога помимо нашего Творца, и Мухаммад, его посланник, и наш прекрасный поводырь, а ваш собрат всего лишь странник, ни шейх, ни светоч, ни эмир. Имам мятежного Кавказа, носитель веры и ума, теперь он только сын Шабаза, простой чеченец Ушурма, забытый в сумерках темницы, встречает свой последний час и ясно видит ваши лица и просит каждого из вас простить его во имя Бога, как он сейчас прощает вас за наши трудные дороги и битвы, что сплотили нас. Что сделал я? Сказал народу, что можно жизнь свою отдать, но Богом данную свободу нельзя без боя уступать. По правилам худого века не может статься человек рабом другого человека ни в этот, ни в грядущий век. Я услышал ясный голос, и отозвался он в груди, да так, что сердце раскололось. «Иди», — сказали мне, — «иди». В глухое время святотатства, несправедливости и лжи свяжи расколотое братство народов ближних и скажи, что Бог един, и Слово Божье есть действо верного глагол, а все другое — бездорожье, томление духа и раскол. И я сказал: и вы мне вняли рассудком вашим и душой, и сабли острые достали из ножен твердой рукой. Когда, отвергнув горечь страха, единой силой в первый раз под вечным знаменем Аллаха сплотился Северный Кавказ. И Он помог. И дни сражений мы твердо начали с побед, пока сердечных намерений не замутился чистый след, пока не грянул рог шайтана, когда один за одного внутри расколотого стана поднялись данники его. И вот они заголосили, давая волю языкам, и то, что мы не говорили, безбожно приписали нам.
Я разве назывался шахом или пророком? Нету слов. Я только прибегал к Аллаху от зла их скверных языков. И разве я, скажите, люди, сказал хоть раз, что я святой, что жерло вражеских орудий залью небесную водой? Свидетель Бог, Его сифаты и книга вечная Его, мои земные караматы, лишь вера сердца моего. Что Бог един, а все иное — трофеи мира и гроши, что наше странствие земное есть испытание души. Я призывал к благому нраву, я звал к отказу от грехов и к братству призывал во славу, пресвят он Господа миров. Мы не носили злобы в сердце, что злоба, мертвая вода, и жажда крови иноверцев нас не томила никогда. Я клянусь идущим ночью, к сиянию звездного огня мы все увидели воочию во мраке тьмы и в свете дня. И он сказал: они в убытке, они сошедшие с пути, возьми же в руки наши свитки и словом нашим просвети, и призови их светом знания к раскаянию и чистоте, пока ворота покаяния еще открыты для людей. Пока бесследно не иссякли сердца их светом и теплом, и вот с покатой крыши сакли однажды ясным Божьим днем, когда весна жизнелюбива покрыла цветом ветви слив, я понял, вот он, час призыва, и сделал первый мой призыв. Ах, эти сливы! Помню даже чудесный дух их лепестков, а чуть поодаль, словно стража, шумели несколько дубов, как будто нарты великаны, поднявшиеся до небес из детских снов и сказок Наны. И лес, и долгий темный лес под бесконечным небосводом, венчавшим эту красоту. О чем же я? С чуть слышным стоном Мансур вгляделся в темноту. Но никого в кромешном мраке, как в абсолютной пустоте, ни слов, ни шорохов, ни знаков, ни войск, ни храпа лошадей. Лишь тьма, беспамятство и муки, и умирающий с трудом сцепил в мольбе худые руки, и слились в шепоте глухом мольба, молитва, покаяние и озарение души. О, дух, отправленный в скитание, навстречу с Господом спеши. Ведь смерть не есть исчезновение, бездонное мгле небытия, а лишь вторичное рождение другого истинного «Я». Пока душа под небесами земной описывала круг, она все видела глазами, держала вещь посредством рук. И хоть она держалась в теле, как бы субстанция одна, но суть вещей на самом деле распознавала лишь она. Да будет так. Крылатой птицей лети легчайшая из двух, могила выглядит темницей, хотя освобождает дух. Господь да снимет бремя страха, когда подступит смерть и мгла. Будь благодарен, раб Аллаха, скажи, что истина пришла. И пробил час, поскольку каждый орбитой движется своей, пока не встретится однажды с пространством истинных идей. Когда меня опустят всею длиной в кусок чужой межи, не думай, что я сожалею об этом мире полном лжи. Скажи, что жизненная прялка сломалась быстро и легко, и не кричи, что жалко, жалко. Ведь скиснувшее молоко жаль больше, разве я исчезну за пылью жизненных дорог? Луна и солнце, канув в бездну небес в предписанный свой срок, восходят в сферу небосвода и светят с прежней высоты, как будто не было ухода в слепую зону темноты. И разве же не прорастает зерно, когда рука твоя его с надеждою бросает в сырую почву бытия?
Нет горше для души увечья, чем то, что лечится в огне. Так почему же в человечьем ты сомневаешься в зерне? Всевышний вечный царь творения, великой милостью своей, все создает одним велением в утробах наших матерей, меняя облик наш во мраке и придавая новый вид. О мой Господь, я вижу знаки за толщиной гранитных плит, как будто солнце над могилой для жизни будущей взошло, и вдруг во мгле темницы стылой все стало ясно и светло. Как будто тысячи топазов образовали знак кольца, и видит шейх лицо Шабаза, суровые глаза отца. И шепчет он, разъявши руки: «Отец, прости, что не вскочил. За эти годы тьмы и муки я, видно, выбился из сил». Смотри, водивший за собою на битвы тысячу людей, уже я не могу рукою достать до собственных бровей. И черный кашель меня душит, заполнив легкие водой, но вот Творец небес и суши мне дал увидеться с тобой. Здесь на краю моей могилы, последней пристани земной, как будто кровь вернулась в жилы последней яростной струей. В твоих глазах печаль утраты и скорбный чувств ненастный шквал. Отец, Аллах в своем аяте еще нам встречу обещал. И вот теперь я умираю для этой жизни ради той, как тот обрадованный раем асхаб от раны ножевой. Да будет райская долина жемчужиной его щедрот. Старик глядит и руку сына в ладони бережно берет. И странной нежностью объятый он шепчет горестно в ответ: «Мой сын, мой первенец крылатый, я не печалюсь вовсе, нет. Ведь есть же в книге обещание Аллаха: о, рабы мои, я вас избавлю от страдания и страха собственной души. Отныне, что бы вы ни знали, в грядущем вашем никогда ни слез, ни боли, ни печали, ни чувства горького стыда. Я знаю, все твои мучения теперь остались позади, и жизнь, и годы заточения, и недуг, выжженный в груди. Но эта весть повергнет в горе отчизну дальнюю твою, и не один опустит горец седую голову свою, кляня известие роковое с тоской и горечью в очах, и не одна горянка взвоет волчицей, раненой в горах. А я спокоен. Я-то знаю, пусть пяди не семи во лбу, и как награду принимаю твою печальную судьбу. Еще качала в колыбели тебя твоя родная мать, а я уж знал, для высшей цели ты послан жить и умирать. Что знаки вечной воли Божьей зовут тебя в иную даль, меня ж другое гложет горе, другая мучает печаль. Вот ты умрешь, грядет эпоха других законов и людей. Что станет с сыновьями Ноха? Что станет с родиной твоей? И шейх, кивая головою, как будто смотрит сквозь века, и гладит теплой рукою худую руку старика. «Отец», — он шепчет, — «даль обманна, темные грядущие века, где в плотных сумерках тумана течет великая река. Времен невозмутимый странник, незримый для пытливых глаз, Создатель и его посланник, они все знают лучше нас. Твой сын всего лишь горстка праха, и, к счастью, он совсем не тот, кто шутит с тайнами Аллаха, как тот персидский звездочет.
Рисующие кривые круги неразумением своим, но тьма тюрьмы мне стала другом и острым зрением моим. Я не следил за ходом суток, не наблюдал ночных светил, но Богом данный мне рассудок для речи этой сохранил. Отец, счастливого рассказа ты не услышишь от меня, поскольку сумерки Кавказа в багровом пламени огня, и то, что с нами полыхало, и то, что пережили мы, есть только слабое начало грядущих бурь и грозной тьмы. Пройдет столетие и другое, за ним столетие пройдет, пока кровавою рекою зло мира вспять не стечет. Пока багровые светила, предвестники большой войны, лишенные былого пыла, не вспыхнут в фазе тишины, как будто поднятые с моря толчками сумрачного дна еще нахлынут волны горя, как смерч на наши племена. Еще узнают дети Ноха, когда поднимутся на бой, всю тяжесть древнего Молоха, что нашей назовут судьбой. И там на пике грозной драмы, встречая вражескую рать, другие явятся имамы и будут звать на газоват. И в пекле будущих сражений, держась за славу, как за меч, живые соки поколений в сырую землю будут течь. Дышавшие воздухом свободы, как может жить в миазмах мглы, исчезнут целые народы с поверхности родной земли. Там, где адык в лихом набеге пускался дерзко за Кубань, пройдут громоздкие телеги казаков, дюжин и армян. И только путник одинокий пройдет через родную степь, оплакав предков рок жестокий и жизни порванную цепь. И все тарковские шамхалы узрят в свой час, как их творцы заселят тощие шакалы, ночные совы и скворцы, как ветры скопища тумана рассеивают без следа, так гордых ханов Дагестана сметут грядущие года. Как к снегу с крон лесной дубравы спадают желтые листвы, так опадет былая слава князей могучей Каварды. И в красном зареве пожаров, как злак насущный внедород, погибнут семена алдаров и башни их, и их оплот. И там, на пастбищах высоких, где жиром полнились стада, и Тур резвился волоокий, как сон возникнут города с большими крепкими домами мирской обманчивой красы, и будут храмы с куполами венчать распятие Исы. А рощи, где пастух бессонный стерег тропинки с волчьих нор, заполнят говор посторонний, смущая тишь кавказских гор. Как туча встречным ветром споря слепит всполохами глаза, вот так над западным Нагорьем пройдет великая гроза. А что чеченцы? Шейх с тревогой смотрелся в старого отца, как будто высмотрел дорогу отчизны дальней до конца. Как будто там во мраке зыбком увидел молнию в горах, и тут же странная улыбка на бледных вспыхнула губах. «Отец», — сказал он, тихий шепот обрел подобие крыла и стал похож на хриплый клекот большого сильного орла. «Отец, Аллах вернее знает, и Он испытывает тех, кого страданием отмечает, кого Он любит больше всех. Все в мире тленно, Божьи сроки всему разумному пример. Недолго царствовал двурогий над миром гордый Искандер. И Рум упал, когда из Шама
На рубежи его границ явилось воинство ислама в лесамах белых до ресниц. Царей, наместников, героев всех смел великий ураган, ушла династия Хосроев, и пал языческий Иран. И унеслось зыбучим прахом в слепую бездну без следа все то, что именем Аллаха не освящалось никогда. Лишь там, над будущими былью, среди космических могил еще мерцает звездной пылью праматерь смешанных светил. Как дервиш ночью из Ханаки, следы ночного грызуна, я вижу тьму, но в ней есть знаки, в ней буквы есть и письмена, и богоданным оком знания сквозь сжатый сумраком простор я ясно вижу очертания, покрытых белым снегом гор. Вон там, вдали, за облаками, смотри, Отец в папахе льда дымит ледовыми ноздрями могучий нарт Эбулосмта. А ниже, вдоль речного склона, минуя сонный харачой, худой пастух клюкой из клена ведет овец на чаберлой. Как щедр к творению Всевышний, в какой предел не укажи, в апреле солнечные вишни уже цветут в Элистанжи. И на хребтах Карабулаков, обильных травами весны, среди еще зеленых маков вовсю пасутся табуны. И вот за этот край высокий, за эту Божью благодать мы будем жизненные соки, как дань в могилы проливать. Враг переходит в наступление с девизом вечным «захватить», и лишь огонь сопротивления его заставит отступить. Мы, люди с чистыми сердцами, с неприхотливою душой, и по сравнению с врагами нас очень мало под луной. Но свят Аллах, зиждитель сферы, семи небес и всех светил, Он дал нам дух и светом веры, его как башню укрепил. И я, придвинувшийся к краю условного небытия, сердечной дрожью ощущаю порывы этого огня. Мы тогда продолжим биться, когда, устав от вековой борьбы, измученно склонится Кавказ, поникнув головой. Пусть сталь врагов острее бритвы, и нет солдатам их числа, союз кинжала и молитвы сломает горб любого зла. И мы сражаться будем с ними, ряды расстраивая их, чтобы адатами своими не стать похожими на них. Когда щепотку чистой соли бросают в кубок питьевой, то, растворяясь поневоле, она становится водой. И молния не выживает, когда ударится об лед, и волк в неволе умирает, и птица в клетке не живет. Что нам, купечески-стрелецкой, орды неверная стезя, и русский царь, и бей турецкий, худые будут нам друзья. И все надежды на кого-то, помимо Бога на земле, есть немощь духа и болота, застывшие в грядущей мгле. И будет даль в кровавых росах крутить свое веретено, когда, подняв корявый посох, из мест округи ведено, восстанет дервиш света знания и тихо к миру призовет, за что отправиться в изгнание, благословив Адамов род. Вдали от синего Кавказа, в стране холодной и чужой, следы чеченского устаза засыплет ветер мировой. И будет хиджра без возврата, отчаянная, как судьба, когда до берегов Ефрата
дойдет чеченская орба. Сквозь каменистое Полесье, расплавленное, как слюда, где византийско-тюркской спесью чужие дышат города. Как семена летят по ветру, в живом стремлении вперед, вот так рассеется по свету святого Ноха гордый род. Пуская гибнущие корни в чужие мертвые пески, не выдавая беспризорной в сердцах клокочущей тоски. Как плеть из гибкой бычьей шкуры роняет крепкая рука застигнутого дикой бурей в пути лихого седока, вот так однажды, словно в бездну, слепую канув навсегда, чеченцы все-таки исчезнут во мгле на долгие года. Однако тот же ветер бури, подув назад, сметет песок, и как луна в ночной лазури, плеть снова явится в свой срок. Так и чеченцы лишь на время уйдут в могильные края, чтобы вновь восстать, как будто семя живого злака бытия, и будут жить до дня восстания под солнцем правды и добра. Ашхаду Аллах иляха иллаллах ва ашхаду анна Мухаммадар Расулуллах. Тут голос сел до придыхания, и к первым признакам утра, когда с последней формой тварной прервалась зрительная связь, имам умолк и благодарно смежил навечно веки глаз. И тут же бледное сияние по всей темнице разлилось, как будто там над мирозданием светило новое зажглось, как будто ангелов крылатых слетелся радостный отряд, и 300 шейхов тариката к джаназе спешно встали в ряд. Напротив крепости старинной, на левом берегу Невы, есть древний холм с песчаной глиной, покрытой плесенью травы. Его горой Преображенской назвали в давние года, видать, монахи тьмы вселенской, когда настигла их нужда. Сюда весной, поближе к суше, от волн грохочущей воды летят балтийские алуши и часто селятся дрозды. Там церковь есть для православных, а рядом кладбище в крестах и очень много безымянных могил, затерянных в веках. Монахов, грешников, конвойных, зарытых в спешке наобум и всяких слишком беспокойных властителей бунтарских дум. Над ним столетия прошумели, и столько утекло Невы, что даже камни посидели, и стерся ситец синевы. Там от старинного погоста остался лишь песчаный слой, где чьи-то призрачные кости надежно спрятаны землей. И ничего не уцелело, ни крест, ни камень, ни бугор. 2 с лишним века пролетело с тех самых стародавних пор, когда без суеты и спеха команда крепостных людей соединила тело шейха с природой истинной своей. Они его не хоронили, им это было все равно, а словно в почву положили неистребимое зерно. Кто верит в тайну жизни вечной,
любую чувствую стезю, и инвалид рукой увечной смахнул с худой щеки слезу. И, глядя вниз светло и прямо, по-человечески, как есть, к могиле первого имама поставил деревянный шест. Все тот же купол неба стылый сияет с прежним торжеством, но стерся след святой могилы, покрывшись дерном и песком. Все приходящее в мире этом, от человека до птенца, есть только свет, и этим светом, как чаши, полнятся сердца. Все наши помыслы и думы, молитвы наши в этот час за чистых мучеников умы, за предков наших и за нас. Прошу у Бога с содроганием, чтоб строки этого труда мне стали добрым воздаянием на сборах страшного суда. А ты, духовный мой соратник, читатель мой и педагог, чистосердечный соучастник моих писательских тревог. Хоть я не спал и лез из кожи, глагол к глаголу подгонял, а все ж писал не ангел Божий, а смертный в сумерках писал. И если где-нибудь промашку найдешь, с попреком не спеши, а сделай добрую поблажку, на слабость зрения спеши. Достанут строки этой драмы священный месяц Рамадан с садакой памяти имама и всех шахидов мусульман. И все, как к ночи флаг заката оплыл последний воск свечи, писал же внук Темирбулата и сын Топы из Ведучи. Чеченец Асланбек Тугузов на чистом русском языке, где диалект восточных русов кишит тюркизмами берке, как в стужу мерзнущего волка к норе семейной греет путь, огонь исполненного долга мою приятно теплит грудь. Теперь прощай, оплыли свечи, устало слиплись крылья век, иншаллах, до новой встречи, ваш брат Тугузов Асланбек.